Исәнмесез барыгызга да. Исәнмесез барыгызга да. Сәгать 7:00, 19:00 һәм без башлыйбыз. Хәерле кичләр барыгызга да. Исәнмесез, мин сезне сәламлыйм. Һәм бу тагын мин Диләрә. Хәлләрегез ничек? Миңа комментарийларда языгыз. Исәнмесез? Сәлам, сәлам. Мине яхшы ишетеләме? Мин яхшы күренәмме? Мин барыгызны да бик шат күрергә. Әйдәгез, барыгыз да килегез. 7 генә кеше карый әле безне. Әйдәгез, барыгызны да көтәм. Немножечко подождем всех остальных. Все хорошо видно, да? Ну, отлично. Бик яхшы. Хәтта 1-2 минут. Барыгызны да калганнарны көтеп калабыз. Немножечко подождем. Хәерле кич. Барыгызга да хәерле кич. Так. Әйдәгез, вакытны озакка сузмыйбыз. Башлап җибәрәбез. Безнең бүген план бу дәрескә кабатлау. Беренчедән нимә? Үткән дәрестә үткән темаларны кабатлау. Яңа калган сузык авазларны барлап чыгару, аларны чагыштырып карау һәм без урын вакыт килешен өйрәнеп китәчәкбез. То есть мы сегодня повторим с вами пройденные темы, которые мы прошли на прошлом уроке. Также мы еще пройдем те гласные, которые мы не до конца прошли на прошлом уроке. Тоже опять-таки повторим все гласные, которые мы прошли на прошлом уроке. И местно-временной падеж мы с вами пройдем татарского языка. И, конечно же, я вам дам новые слова для заучивания и новые слова, которые вам понадобятся и пригодятся в обычной жизни, в обычной бытовой ситуации. Итак, начинаем. Так. Я от вас скрываюсь, перехожу на экран. Так. Так. Сез экраннарыгызда кабатлау повторений дигән слайд күрәсез. Вы видите на своих экранах слайд с повторениями. Это все слова, которые мы проходили на прошлом уроке. Әйдәгез әле шуларны тиз арада тәрҗемә итеп бирегез әле миңа зинһар өчен. Давайте в скором времени, в быстром времени, в быстром ритме джаза, или, как говорят, вальса, переведите, пожалуйста, мне вот эти слова. Быстренько-быстренько. Прям сразу скопом все переводите. Мы немножечко так начнем наш урок с повторения. Все отлично, отлично. 4, все верно. Сюз это слово. Кюк – небо. Кюп – это много. Кюль – это озеро, все верно. Кульмяк – это платье, отлично. Я всех вижу, да. Пишите, пишите. Я смотрю, кто как переводит. И делаю для себя заметочки. Так, отлично. Кульмяк, бейрем. Бейрем, что такое бейрем? Праздник, вижу. Так, ага. Эйбет, это значит хорошо. Бейрем, праздник. Все, отлично, отлично.
Так, угу. Получается, бейрем это у нас, ага, эйбет это хорошо, терезе это окно, угу. Бульме это комната, мектеп школа, буляк это подарок. Все, молодцы, все отлично справились. Здорово. Молодцы. Бишли, баравызгата, бишли. Здорово, здорово, здорово. Әфәрин, сіз бұлдырасыз. Сіз бик яхшы оқушылар. Әйдәс, алға таба киттік. Так, перейдем. Так, вот быстренько самопроверка. Дур 4. Суть слова. Кук небо. Күз глаз. Кук много. Кюль озеро. Күлмәк платье. Бейрам праздник. Эйбет хорошо. Терезе окно. Бульме комната. Мектеп школа. Буляк подарок. Все отлично. Все справились. Здорово. Кабатлау это повторение. Потолки маздеко. Кабатлау. Повторение. Если вы обратите внимание, я сейчас вернусь к предыдущему слайду. У нас все с переводом написано. Повторение. Вот сейчас вернусь. Видите, кабатлау написано повторение. Вот, у нас все слайды с переводом. Так. Хорошо. Теперь опять-таки, куплек саңа қойығыз. Преобразуйте во множественное число. Давайте работаем в команде. Быстренько, быстренько. У нас сегодня очень много материала, поэтому я не думаю, что надо много времени на вот этот пройденный материал, потому что это вы уже знаете. Мы уже отточили это мастерство. Үткен дәрістә біз мұнай бетләп өйрәндек, һәм бу гамәлдә бик яхшы кулланды. Сүзләр. Отлично. Күк. Күкләр. Отлично. Күзләр, күлләр, күлмәкләр. Так, сүзләр, күкләр, күзләр. Все правильно. Правильно, здорово. Да, вы это делаете правильно все, без ошибок. Двойная L, и L была, получается. Күлләр дегенде. Күлмәкләр. Бәйрәмнәр. Тәрәзәләр. Все верно, здорово. Здорово, здорово. Бәйрәмнәр. Тәрәзәләр. Отлично. Супер, просто супер. Бүлмәләр. Дөрес, Арыслан. Дөрес, Маргарита. Регина, Әлфия, Маргарита, Илгиз. Дөрес язасыз, барыгыз да. Барыгызны да күзләп барам. Ихтибар белән. Я внимательно читаю то, что вы пишете. Как бы. Так, мәктәпләр, бүләкләр, апалар, атлар. Все верно. Майлар, таулар, башлар, апалар. По два раза написали нечаянно. Урамнар, урманнар, башлар. Все отлично. Патимейкер, уличный денсер. Все правильно перевел. Пятерка, молодец. Ничего страшного. Вообще, я вам хочу сказать, то, что раньше вообще не было татарского шрифта на компьютерах. Это сейчас он появился, сейчас можно как бы и на компьютере, и на смартфонах писать. А раньше, вот когда я еще учил в школе, не было татарского шрифта, и мы, да и вообще во многих газетах, даже, кстати, до татарского шрифта как появился, писали все вот этими русскими буквами. Это так ужасно выглядело, конечно. Ничего страшного, мы привыкшие. Главное, что вы знаете. Имахимесис блясис. Отлично, молодцы, здорово. Вот, самопроверка, устик ширу. Күлләр, күлмәкләр, бәйрәмнәр, тәрәзәләр, бүлмәләр, мәктәпләр, бүләкләр, апалар, атлар, майлар, таулар, башлар, апалар, урамнар, урманнар. Так,
Ага. Башлар. Все отлично, вы справились. Только вот смотрите, Регина, я вижу то, что вы урамлар написали. Будет урамнар. Угу. Потому что мы у нас носовая, так же, как и в урманнар. Одним словом говоря, все согласные, кроме добавляется лар. Да, 2 раза нечаянно написали. Бывает такое. Я удаляла вроде, видимо, не сохранила. Все, отлично, супер. Ильгиз, да, вы очень внимательны. Спасибо. Так, тәржімә етіңіз. Давайте еще немножечко поработаем. Я хочу, чтобы вы вспомнили материал прошлого урока. Это мы все проходили на прошлом уроке. Тут немножечко, кстати, с подвохом последнее предложение. Обратите внимание, что тут имелось в виду. Немножко вас хотим запутать. Немножко вас запутать хотим. Подумайте. Так, как будет сулкус? Угу. Я жду ваших ответов. Маргарита самая первая. Маргарита Беренще. Молодец. Сулкус, да, это будет левый глаз. Дурткуль. Что такое будет дурткуль? Угу. Дурткуль. Нет, куль. Не кул, а куль. Найля. Куль. Не кус, а... Ой, не кул, а куль. Видите, там татарская. Угу. 4 озера, правильно. Это будет куль, это озеро. А если кул, то это рука. Понятно, да, Найля? Так, алтынсуз, золотое слово. Все верно. Матуркук. Ага, красивое небо. Отлично. Кып алма. Много яблок. Все, правильно, Маргарита. Здорово. Угу. Так, Зуркуль. Как переведем? Большое озеро. Опять Маргарита первая. Здорово. Маргарита, можно я вас буду называть Маргарита первая? Так, дальше поехали. Зуркуль написали. Зурматуркук. Большое красивое небо. Отлично, здорово. Молодцы, булдырасыз. Букуль. Это. Вижу, уже присоединяются, активно начали. Тут и старички у нас есть. Эльвира Мацова, привет. И Сяннасес. Так, это озеро. Букульматор, это озеро красивое. Улдазур, как будет? Улдазур, он тоже большой, отлично. Или большая, или большое. То есть мы же знаем то, что категории рода нет, да ведь? Так, анда балалар күп, 4 малай. Ага. Так, анда балалар күп. Он и он большой, сын большой. Так, анда балалар күп. Там много детей, 4 мальчика. Так, все, отлично. Дюрт кус, утыр, анда утыр. Как вот вы это переведете? Обратите внимание, дюрт кус написано слитно. Что это может быть? Нет, мы специально так написали. Может, кто знает? Нет, сидин против... Да, четырехглазый. Или, то есть, смотрите, у татар еще говорят дурткус, это, очень внимательный или четырехглазик называют. Помните? Очкарик, да, отлично. Да. Эй, четырехглазый. Помните, гопники еще так угорали? Вот эти мемчики ВКонтакте. Вот, то есть четырехглазый, садись, сюда садись, да? Андаутер, туда получается. Понятно, да?
Здорово, хорошо. Вы заценили, да, шуточку? Спасибо. Я думаю, будет этот разногласие. Здорово, здорово, молодцы. А иной раз еще дурткус, кстати, называют собачек. То есть они же внимательные и преданные. Вот. Ну, как будто это они 4 глаза у них, то что они очень внимательные, на все обращают внимание. Да. Дина, это не только собачка, ты еще и очкарик. Но собачку так называют, это как кличка даже можно сказать. Но в основном еще это дуркус, это как очкарик. Здорово. Мы с вами на одной волне, это круто. Ага, спасибо. Так, дальше поехали. Все здорово, молодцы. Так, это самопроверка, то есть вы все сделали правильно. Ну, в данном случае мы собака или очкарик, ну, можно и так сказать. Ага. Так, тәржімә и тегиз. Давайте еще немножечко поднаработаем. Это мы все закрепляем. Угу. Давайте все закрепляем. Как будет платья на татарском? Татарша ничего было платье? Ага. Платья. Куплик санны қабатлайбыз. Біз айтамыз, мы повторяем множественное число. Куплик санны. Күлмәкләр. Все, отлично. Здорово. Праздники, бәйрәмнәр. Біз барыбызда бәйрәмнәр яратабыз, әйме? Бәйрәмнәрдә ял итәбез. Безнең тиздән 1 май бәйрәмнәре җитә, әйме? Скоро у нас наступят первомайские праздники. Здорово. Так, школы, мәктәпләр. Все, верно. Окна это. Ага, все, отлично. Окна это тәрәзәләр. Все, вижу. Так, подарки это бүләкләр. Әйе. Комнаты, бүлмәләр. Все верно. А глаза это значит күзләр. Ага, вижу. Ой, вы такие молодцы, я прям тю-тю-тю вас не сглазить. Субханаллах. Так, глаза, слова. Күзләр һәм сүзләр. Угу. Слова прям в рифму получается, да? Күзләр, сүзләр. Угу. Все, отлично, здорово. То есть, вот, самопроверка вы текшеру. Платья это будет күлмәкләр, праздники бәйрәмнәр, школы, мәктәпләр, окна, тәрәзәләр, подарки, бүләкләр, комнаты, бүлмәләр, глаза, күзләр, слова, сүзләр. Все, отлично, супер. Молодцы. Или, как говорят татары, отлично. Яхшы булды бу, отлично. Так, хорошо. Теперь смотрите, у нас задание с повышенной звездочкой. Санарны күп сүзіне алмаштыр. То есть заменить числительное со словом күп, то есть много. Мы знаем же то, что в татарском языке можно заменить, ну, то есть можно сказать много и потом только уточнить. Ну, в русском языке тоже, в принципе, так же можно. То есть сказать, вот, например, анда он малай, то есть сказать нужно то, что там много мальчиков. Как сказать? Там много мальчиков. Угу. Ладно? Всем же все понятно? Ребят, меня хорошо видно, меня хорошо слышно. Ага. Дома, Дарку. Угу. Все, отлично, вот уже пишут. Значит, мне слышно и видно. Ой, точнее, слышно. Так. Угу. Анда малайлар күп. Угу. Анда күлләр. Анда күлләр күп. Все, здорово. Анда 4 алма. Будет прикольно, да, так скажете, анда алма купа приходит, а там всего 4 яблочка. Кибетта алма куб, а там на прилавке всего 4 яблочка лежат. Да, это будет как-то не очень. Анда алмалар куб, все. Анда уты сүз. То есть, например, инглиз тілінен сізге үйренерге бергенлер дейді. Сүзлер. То есть, например, на уроке английского вам сказали заучить 30 слов.
Анда сүзләр күп. Ага, все, отлично, здорово. Вы поняли, да, фишечку вот эту? Здорово. Ребят, яхшы. Вот так, это самопроверка у нас, да? Угу. Так, сейчас послушайте меня внимательно. Я сейчас вам прочитаю текст. И вы скажите, пожалуйста, чего много в лесу. Угу. Bu matur zur urman, anda zur almalar ko'p, anda bog'lar da ko'p, anda matur durt at бар. Скажите мне, пожалуйста, про что я имел в виду в этом тексте? О чем тут идет речь? Угу. Так, я вижу ваши комментарии. Угу. Да. То есть речь идет про большой красивый лес. И там то, что... да, все верно. То, что там очень много больших яблок, да, и про детишек. Да, да, все. Да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот по чесноку, по сарам саку, как татары говорят, да? Скажите мне, пожалуйста, вот я прочитала уже вам вот этот маленький текст, вам сразу все понятно было или что-то пока непонятно? Вот, то есть не сразу включились? Вот мне вот это интересно. На слух. Альбина Малышу, он с грибами. Әкрен сөйләшергә. Ага, аңладым. Ага. Так, значит, вам было все сразу понятно, да? Отлично, здорово. Бик тиз ярар, мин үземнең сөйләшүемне әкренләйтермен. Ярар. Мгм. Дустам. Ну, Кент же Дус, можно я тебя Дус тогда буду называть? Не автоматически, да? Угу. Хорошо, вас поняла. Но то, что вы уже понимаете, о чем идет речь, да, уже хотя бы даже если задумываетесь, то это уже хорошо. Мгм. Хорошо. Так, мы к этому вернемся сейчас. Мы перейдем к нечке сузык Так, от практики перейдем сейчас к теории. Немножечко отдохнем. Если не вижу, не все понимаю. Окончание без текста тяжковато. Так, Но это все приходит с опытом. Что тут еще можно сказать? Все равно, естественно, если вы будете, ну, только иногда сталкиваться с татарским языком, конечно же, вам будет тяжело его понимать. Если не будет практики, то действительно восприятие и словарный запас, то, что, будет хромать. А если мы будем закреплять постоянно, кстати, я вам советую постоянно, в машине ездите, когда, да, когда слушаете музыку в машине или, например, дома что-то делаете, и на да, например, включайте татарскую музыку, татарские песенки, и пробуйте хотя бы, знаете, не вот эти современные эстрады, мне она не очень нравится, мне нравится вот именно старые песни. Ильхама Шакирова, Альфи Абзаловой, например, да, то есть таких старичков. Салават Фатхудинова тоже хорошие песни, Айдар Галимова, да. И вот включайте их песни, попробуйте вот на слух и пробуйте сами себя вот, то есть
насколько вы знаете себя, проверяйте, имеется в виду, попробуйте переводить. Вот слушайте, и у вас в голове постепенно все это остается. Потому что, я не знаю, как вы, но у меня так лучше. Уразово, наверное. Неутяшево. Ну, кому как, конечно, это уж музыкальный вкус у всех разный. Я просто перечислила, которые мне нравятся, которые красиво поют, на красивом, чистом татарском языке, без примесей, хочу сказать. Я никого не собиралась оскорблять. Песни помогают, да. Я вот серьезно говорю, потому что сама я изучала немецкий язык, и вот сейчас стараюсь изучать английский язык. Вот, мне в этом, конечно, помогают песни. Ну и фильмы, конечно же. В татарском языке тоже, у татар тоже есть фильмы. Ну, конечно, у нас кинематограф не такой развитый, к сожалению. Но все же есть. То есть вам нужно погрузиться именно в языковую. Да, Абдельфат, особенно он так прям очень классно дышит, когда поет. Мне так нравится. Прям я просто кайфую. Әйе, салқынчай. Так, ну это были такие небольшие советики, как лучше изучить язык. Ну, вы это еще без меня. Мгм. Да, Венера Ганеева Кумегин. Да, здорово. Венера Ганеева поет же тоже Кумегин. То есть очень песен очень много таких. Да, ну да, слушала. Хотя, конечно, там содержание песен оставляет желать лучшего. Ну, немецких групп тоже очень много. Вернемся к теме нашего урока. Нечке сызык овазлар. Мягкие гласные звуки. Мы на прошлом уроке уже практически все их прошли. Сегодня, ну, остались самые такие последние. Это звук и овазы. И произносится почти так же, как и в русском варианте. Обратите внимание, что согласны «д», а «н» и «т» некоторые другие перед и перед некоторыми другими мягкими гласными читаются твердо. То есть мы ни в коем случае, вот, например, меня дико раздражает, когда, например, говорят слово, мое любимое слово «папа», да, вот на татарском, «эти». Его говорят «эти». Ой, это вот просто вот, не знаю, это самый, наверное, первый пунктик. То есть правильно нужно говорить «эти», «эти». Несмотря на то, что и она является мягкой гласной, но вот когда рядом с ней приходит т, д, н, они все равно говорятся как-то твердо. Ну, более так, грубовато немножко. Ты. То есть не эти, а ты. Понятно, да? Этием, да. То есть не этием, вот просто ухо режет. Для меня это тяжело. Этием. Понятно, да? Мгм. И авазы белән яңа сүзләр. Әни, әни. И вот тоже, видите, «н» как-то вот более так глубже звучит. Әни, эти. Видите, с твердым знаком, как будто бы там вот, с транскрипцией. Эби, бабушка. Киряк, нужно. Биш, 5. Сигез, 8. Киль, иди. Иль, страна. Бир, дай. Нин, я, син, ты, дин, дин. Видите, не дин ни в коем случае, не дин, а дин. Это религия, значит, да? Угу. Так, слова, которые я вам только что произнесла, они вам все понятны? Или кайберләре беренче тапкыр ишетәсезме? Или некоторые вот слышите первый раз? Напишите, пожалуйста, ваши общие впечатления. Үзегезнең фикерләрегезне языгыз миңа, пожалуйста. Беренче тапкыр ишетәсезме бу сүзләрне? Әллә инде моңарчы ишеткәнегез бар име? Альбина, понятно, да? Как по-русски написала. Точнее, как татарин. Понятно. Альбина, вы уже в теме. Вы уже в секте.
Так, а теперь так, вы пишите, я буду краешком глаза смотреть и анализировать. Аңлашылды, искиткіч. Так, некоторые не знаете, да? Мгм. Ну вот, теперь знаете. Так, яңа сүзләр белән җөмләләр. Ну, это, конечно же, образно. Вы не подумайте. Не обижайтесь. Мгм. Так, яңа сүзләр белән җөмләләр. Илләр тыныч булсын өчен әни кирәк. Илләр матур булсын өчен әби кирәк. Илләр күркәм булсын өчен әти кирәк. То есть, смотрите, илләр тыныч булсын өчен, то есть, чтобы мир был, ну, жизнь, мир, получается, была тихой и мирной, нужна мама. А чтобы мир был красивым, нужна бабушка. Ну, потому что бабушка же, она рассказывает сказки, учит нас мудрости и так далее, да? А чтобы мир, жизнь была милой сердцу, да, нужен папа. Вот такие красивые строчки. Это тоже строчки из песни, если кто узнал. Так, это понятно вам было? Вот. Так, у нас дальше идет буковка Е, Е-ауазы. Звук Е, мягкая гласная Е. Мягкая пара татарского звука И. После согласных произносится с оттенком русского Вот это да? Так, читается как в словах тише и дальше. После гласных или в начале слова произносится как русское Е. То есть, в принципе, она более так мягко произносится в татарском языке, в отличие от русского языка, от русской Е. Так, Е ауазы белән яңа сүзләр. Бер. Вот видите, немножко бер. Если бы это было бы русское слово, мы бы просто прочитали бер. Правильно? Не бер, а вот именно бер. Бер. Ике. Кеше. Человек, да? Тәмле. Вкусный. Әкрен. Медленно. Осторожно. Әйбер. Вещь. Булек. Булек. Не буляк, а именно булек. То есть это отделение, не путь со словом буляк подарок. То есть, например, отдел бухгалтерии, например. Бухгалтерия булеге. Понятно, да? Так. Тыгинде. Там. Например, вас спрашивают, где, допустим, где мои ножницы? Минем кайшем кайда? Вы отвечаете, там. Тыгинде. Гениальный ответ, просто тыгинде. Там. Где-то там. Вот. Так. Здесь, наверное, по-любому я вот прям 100% даю гарантию, то, что, наверное, тут есть слова, которые вы видите первый раз, слышите первый раз, наверное, да? Так. Так, хорошо. Е ауазы белән яңа сүзләр. Чайник, чайник. Так как я мешарка, вы знаете, да, кто такие мешарки? Вот. Я сама лично люблю говорить, мы буковку Ч говорим Ч. Но в татарском литературном языке, конечно же, нужно говорить чайник. Анда, там, да, да, Арслан. Анда. Также переводится слово там. Все отлично. Так, ну, правильно говорит, конечно же, чайник. Я сама, конечно, при своих учениках говорю чайник, но в обиходе с родителями, у себя на родине я разговариваю, конечно же, чайник. То есть мне так больше нравится. Но это оба варианта будет правильно. Да-да-да. Мишер, тишер, говорят, да? Так, дальше. Буген – это сегодня. Буген. Буген. Понятно, да? Дальше.
То есть мы не говорим там не крокодил Гена, как в русском языке вы прочитали, да, Буген. Нет, мы именно говорим так вот мягко. И немножко под Буген. Буген. Мгм. Так, это значит сегодня. Вот, например, сегодня было солнечно, да? Ну, сегодня солнечно. Буген кыяшлы. Буген жылы болды, мәселен, да? То есть, понятно, да? Так, тель – это язык. То есть мы не говорим его как тело. То есть не телефон, а тель. Правильное произношение, хорошо? Так, без – это мы. Сес – это вы. Тугель, то есть это отрицание. Означает отрицание предложения ставится после всех слов, кроме глаголов. Например, ми мотор тугель. То есть я некрасивая, например. Кто так скажет, тот плохо говорит. Нельзя так говорить. То есть понятно, да, когда это употребляется? Например, мин яукал тугель, то есть я не ленивая, например, да? Так, дальше. That is. Урок. That is. Anlaşıldı. Так, все слова вам понятны? Эта тема вам понятна? Напишите, пожалуйста, напишите смайлики и так далее и тому подобное. Не стесняйтесь, пишите все, что думаете. Теперь мы попробуем на разницу звучания, то есть чтобы не путались. На самом сыр, то есть сырлар, то есть резьба. Ну, то есть такая вот на каких-то деревянных изделиях же бывают такие, как будто резьбой они сделаны, да? То есть не от слова рез, ну, вот как бы такая ребристая поверхность. Это резьба, сыр, деватала. Вот. А если сыр, то это тайна, то есть секретик. Сыр. Бір-бір келу, то есть глухо урчать. Нәрсе бір-бір келесің? Второй раз буду смотреть. Не совсем понятно, да, Вадим? Ага. Так, сыр – это резьба. Так, бір-бір келу, глухо урчать. То есть что-то там в подносе бормочет. Бывает же такое бор-бор-бор-бор-бор. А если вот, например, бер – это значит один. Былтыр – это значит прошлый год. Например, мин былтыр Мәскеуге бардым. Я в прошлом году ездила в Москву, например. Былтыр. Угу. Бельдер – это значит научи. Еще говорят, например, бельдер, сделай так, чтобы, узнали. Например, ус было это в этом году. Кен клевый, дустам. Шәп дустам деп айтамын. Кен клевый перевести на татарский язык будет шәп дустам. Так, был – это значит в этом году, а былтыр – в прошлом году. Надос? Был в этом году, былтыр в прошлом году. Anlaşıldı mı? Так, видите, чувствуете разницу? Одногласный, а слово уже меняется значение. Так, попробуйте мне перевести вот эти предложения. Угу. Слабо. Угу. Конспектировать не успеваю, так все предельно понятно, если внимательно слушаю. Угу. Ралиф Яхин, Альфия, вы имеете в виду меня? Меня Диляра, если что, зовут. Вы ко мне обращаетесь? Есть добавить комментарии, то есть там можно писать ответы. Угу. Айе, мин, син, ол, зур, и. Хорошо, молодцы. Мама, папа большие люди.
эти, они, зур кешелер. Только хорошо? Угу, отлично. Так, нет, зур, вот именно баштоль, а вот именно тут большие люди. Не главные, если главные люди, то баш кешелер. А если вот именно большие люди, то есть это зур кешелер будет. Понятно, да? Так, этот отдел большой. Бубулек, зур, эйедерес, булик. Все, правильно. Так, эти люди красивые. Да. Так, эти люди красивые. Bu kişiler матур. Видите, матур никак не меняется, никакое окончание к нему не добавляется. Так, большие яблоки вкусные. Ну, конечно, там яблоки большие. Хорошо, всегда все вкусное. Зор. Алмалар. Темли. Все верно. Здорово. Молодцы. Так легко справились. Так. Угу. Эйе. Эйе. То есть мин синул зур и әнияти зур кешеләр. Бу бүлек зур. Бу кешеләр матур. Зур алмалар тәмле. Так. Вот, например, бубулик зур. Этот отдел большой и дружный, например. Бубулик зур хам дустывет. Опять смотрю. Странно, почему нет записи. У всех так, что ли? Меня слышно? Так, урын вакыт килеши. Ребят, напишите, пожалуйста, все ли меня слышат и все ли меня видят. Говорят, то, что тут... Ну, это я уж так дополнительно сказала. Например, это отдел большой и дружный, например. Ну, понятно, да? Я уж так дополнительно. Угу. Давайте перейдем к новой теме. Это урон вакыт килеше. Это местно-временной падеж. Обозначает место, время, нахождение предмета или время, когда происходит действие. Вот. Отвечает на вопросы у кого, кемде, в чем, нерседе, где, кайда, когда, кайшан, нишеде, во сколько. Формируется при помощи окончаний да, де, та, те. Опять вспоминаем правило. В татарском языке вообще татарский язык, он агглютинативный язык, то есть он язык, который формируется с помощью окончаний. Слово просто красиво, можете как-нибудь там выпендриться, где-нибудь сказать. Агглютинативный язык. Понятно, да? Вас подумают, что вы очень умные. Так, вот смотрите. У кого, кемде, вот, например, смотрите, формируется при помощи окончания да, де, та, те. Когда же добавляется у нас окончание, которое... То есть, видите, окончание всегда у нас делится на две категории. То есть, те окончания, ну, в основном делится на две категории, чаще всего встречаются. Те окончания, которые добавляются к звонким согласным и к гласным. Ну, если слово заканчивается на глухую согласную, допустим, да, если слово заканчивается на звонкую согласную и на гласный звук, то к нему окончание добавляется со звонкой согласной. Если же слово заканчивается на глухие согласные, к нему окончание тоже добавляется уже с глухой согласной. То есть подобное к подобному. Понятно, да? Так, второй аспект в этих окончаниях это то есть мягкие гласные и либо твердые гласные. Опять-таки вернемся к прошлому уроку. Мы знаем в слове только в татарских словах все гласные либо только твердые, либо только мягкие. Вот когда в слове только твердые гласные, к нему окончание добавляется с твердой гласной. Если же слово мягкое, то есть состоит из мягких гласных, к нему окончание добавляется состоящее из мягких гласных. Все просто. Вот эту схемку запомнить нужно. Вот, например, смотрите. Эми заканчивается на и. И у нас гласное, оно у нас мягкое. Поэтому окончание будет эми де, то есть у мамы. Ты где? Я у мамы. Вот. Эти де.
эти также заканчиваются на и, поэтому окончание также будет д, потому что и и это оба мягкие гласные, поэтому окончание тоже будет ага, автобус, да. Вот автобус, та была. Вот как раз тема сегодняшнего урока, Кент, клёвый. Так, этиде, вот, обиде, мектепте, вот, мектеп, п. Вот, Альфия Нурдинова подхватила, молодец, здорово. Вот мектеп, п у нас глухая согласная, да? А поэтому окончание будет на буковку Т начинаться. Мектеп, слово мягкое, поэтому будет мектепте. А автобус заканчивается на С. Это глухая согласная. Поэтому начинается окончание на Т. А почему А? Потому что автобус слово твердое. Понятно, да? То есть будет автобус та. Понятно, да? Напишите мне, пожалуйста, все ли вы поняли про уран вакат келеше местно-временной падеж. И попробуйте сразу уже перевести вот эти предложения, маленькие такие. Понятно, нашел имя. Минт Шатман. Так, как будет, смотрите, бузур урам. У нас опять идет практика. Давайте попробуйте перевести, пожалуйста, бузур урам. Как будет на татарском? Ой, на русском точнее. Не-не-не, урам, 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 Альфия. Улица. Не урман, а урам. Угу, да, 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 улица. Я же говорю, вот частенько путают эти два слова. Они похожи. Так, Бузур-Урам– это большая улица. Там много школ. Угу. Алар Яхши Матур. Не-не-не-не-не. Да, это правильно, все верно. Так, Алар Яхши Матур, они хорошие, красивые. Здорово. Так, Мектепте Зур-Зур Бульмелер күп. В школе, вот именно в школе, мектепте. Зур-зур это значит большие-пребольшие комнаты, много. То есть в школе много очень красивых больших комнат. Так, аларматур, они красивые. Здорово, верно. Анда терезелер де зур. Вот вчерашний вот это, ну не вчерашний, прошлого урока. Де, терезелер де. Ага. Там даже окна большие. Ну да, там и окна большие, или даже, например, да, там и окна большие, все верно, здорово. Bu mektepte балалар күп. Да, тоже, так же, все вот этот в одном ключе, правильно вы перевели, здорово. Bu mektepte балалар күп. В этой школе много детей. Именно, Эльвира, смотрите, bu mektepte, в этой школе, ладно? В этой школе много детей. Здорово. Вот видите, вы уже перевели маленький текстик. Такой довольно-таки содержательный текстик. Здорово. Да, да, здорово. Угу, хорошо. Это большая улица, там много школ, они хорошие, красивые. В школе много больших-пребольших комнат, они красивые. Там и окна большие, в этой школе много детей. Здорово. То есть bu zor uram, anda mektepler köp, alar yaxşı mattur, mektepte zor bölmeler köp, alar mattur, anda terezeler de zor, bu mektepte bağlar köp. Да, да, все верно. Так, смотрите, ну, как всегда уж, когда ты становишься взрослым, ты начинаешь ходить на работу, поэтому тема работы, объясните, как
Так, Ралиф, что вы имеете в виду? Объясните, как в если первый слог бу. Бу это значит это, этот, это. То есть это слово не изменится, то есть это указательное местоимение бу. Этот, это, бу значит. Вот, например, что это? Бу нерсе. Понятно? Вы это хотели узнать? Если непонятно, еще более конкретнее напишите вопрос. Я просто вроде поняла, что вы хотите узнать, но не совсем. Вот. Так, смотрите, все, что у нас связано работой, как бы, да. Так, в школе много детей. Вот, сейчас я вернусь тогда. Бу мектепте балар куб. То есть бу у нас всегда будет в начале предложения идти, потому что это указывает, что это. То есть это указательное местоимение. В данном случае, смотрите, бу мектепте балар куб. В этой школе. А почему не эта школа будет в этом случае, а именно в этой школе? Потому что бу мектепте, тут еще есть же окончание те, то есть временной местный падеж, то есть бу мектепте, поэтому будет в этой школе. Понятно, да? Лалик, теперь понятно? Все. Так. Мгм. Так, поговорим о работе. Кем хайда шлик? Кто где работает? Вот уже Альфия Нуртинова написала, я работаю в банке. Ответ. Извините, немножко кашляю. Поговорим о работе, да? Кто где работает? Кем хайда шлик? Эш читается мягко. Работа. Эшли работает. То есть эш это работа. Эшли это работает. Угу. Ну, я поняла, что вы не в банке, просто то, что тут написали уже, говорю, ответ. Так, мисал. Я поняла, что вы переводите. Так, мин банкта эшли, например, да? То есть вы хотите, если вы хотите сказать, где вы работаете, не кем, а именно где. Ага. Угу. Мин программист. Амин ухтуче. То есть, смотрите, в том плане, то, что где вы работаете, то вот здесь как раз-таки нужен нам временно местный падеж, вот этот, который мы сегодня изучили в этом случае. То есть, смотрите, я работаю там-то, там-то. Вот, например, я говорю, я работаю в школе. Мин мектепте эшли. Например, я работаю в магазине. Мин кибетте эшли. То есть добавляется окончание та-те, да-де. То есть вот это урын вақыт келишінің қосымшасы ялғаны. Әмин университетта эшлейм. А вот именно Эми, это значит, я работаю в университете. То есть это как для диалога. Например, я говорю, встречаются два человека, а один говорит, я работаю в школе. Мин мектепте эшлейм. Эшлейм только, ладно? А второй отвечает, а я работаю в магазине. Эмин кибетте эшлейм. Понятно, да? То есть место работы. Не кем, а именно место. Это понятно? Теперь скажите, кто где живет по-татарски. Вспоминая место временной падеж, образование происходит при помощи окончаний да-де, та-де. То есть, смотрите, Москве, Казанда, Самарда, Казахстанда, Санкт-Петербургта, Ташкентта, Петропавловскта. Мисал. Мен Казанда яшим. Эсин. Например, я живу в Казани, а ты? Я живу в Ташкенте. Угу. Да, вы поняли, молодцы, здорово. Теперь вот это, вот, например, давайте попробуйте, напишите, кто где живет. Мини Екатеринбург. О, отличный город. Я помню, ездила туда на хоккейный матч. Эх, было время. 2010 год.
Аннеке, вы вообще в разных местах. Здорово. В Москве я была где-то неделю назад. То только недавно. Уфа, здорово. Тут у нас вообще география расширяется. Ухта, да? Ух ты, хочется сказать. Здорово. О, Болгария. Я тоже там была. София. Да, столица Болгарии. Столица же, да? Да-да-да. Варна это второй город по... Так, Санкт-Петербург, Казахстан, да. Здорово, у нас вообще география обширная. Здорово, молодцы. Рахмет. Амин Казандаеши. Здорово. Так, Ягез. Семиш шәһәрендә. Сабантуйга килегез. Алла бирса. А в Болгарии тоже бывает, да, Сабантуй? Здорово. Тобольске. Рахмет. Ага. Теперь давайте попробуем перевести. У нас уже время поджимает, давайте потихонечку, ой, побыстрее получается. Это сестра. Давайте это вам тоже будет... Нет, давайте сейчас быстренько переведем, потому что, мне кажется, это не составит вам особого труда. Буапа, все верно, это сестра. Она большая. Узор. Угу. Большая тетя красивая. Ну, тут можно двухсмысленно понять Зурапа, да? То есть большая, может, она габаритами большая или просто старшая. Угу. Зурапа мотор. Угу. Сестра, там много желтых яблок. Да, отлично, здорово. Там много желтых яблок. Как будет много желтых яблок? Апа. Ага. Да, здорово. Апа, анда сары алмалар. Там много? Куб. Да, апа, анда сары алмалар куб. Все верно. Апа, анда сары алмалар куб. Угу. Да, отлично. Сестра, иди возьми там яблоки. Апа. Угу. Әйе. Апа, бар, ал, аннан, анда алмалар. Угу. Да, все верно. Эта тетя тоже большая. Бу апа да зур. Бу апа да зур. Здорово. Эти большие тети красивые. Как будет эти большие тети красивые? Таких хочешь сказать, хорошо, человек должно быть много. А эта тетя тоже большая. Бу апада зур, все верно. Эти большие, бузур апалар матур. А тети, там много желтых яблок. Апалар, анда, зур, алмалар. Ой, и сары алмалар. Клуб. Да, есть такие яблоки желтые, китайки. Очень вкусные, такие желтые. Сразу о них вспомнилась. Так, да, молодцы, все здорово вообще. Так, смотрите, здорово. Апалара дозора сарал малар бар. Или куб. Мгм. Здорово. Так, это сестра Бу Апа. Она большая Улсу. Большая тетя Зур. Большая тетя красивая Зур Апа Матур. Сестра, там много желтых яблок. Апа, анда, сара, алмалар, куб. Сестра, иди возьми там яблоки. Апа, анда, бар дегенде, ой, анда алмалар көп. Эта тетя тоже большая. Бу апа, да, матур. Эти большие тети красивые. Бум зур апалар матур. Тети, там много желтых яблок. Апалар анда сара алмалар куб. Все верно, все справились. Хорошо, это будет вам эйша. Это выучить новые слова. Мы отправим вам группы, хорошо?
Так, дальше. Понимать образование местного временного падеша тоже вам нужно будет повторить. Рассказать о сестре, о дедушке, о мальчиках на выбор в 2-3 предложениях. То есть, вот, например, о своей сестре, о дедушке, о мальчиках на выбор. То есть это вот из тех слов, которые мы волейболистки, да, или баскетболистки. То есть, смотрите, вам просто из предложенных слов, которые мы изучили, ну, просто составьте предложение именно о сестрах, не о своей сестре обязательно уж, а дедушке, о мальчике, то есть на выбор 2-3 предложения. Из тех, которые слова имеются, просто ставить по теме. Понятно? Так, я переключаюсь на полноэкранный режим, чтобы вы меня увидели. Хотя я еще выгляжу так себе, конечно. Шучу. Так. Угу. Секундочку. А, все, меня видно. Так. Угу. Волейболистки. Так. Угу. Угу. Куда? Что куда? Куда, да, куда? Куда? Не поняла. Альбина, еще раз напишите, пожалуйста, что вы имели в виду. Угу, не совсем поняла. Так, угу. Вот и закончился наш урок. Мы обязаны дәрісі біз ақырға жетті. Дәрісі біз тамамланды. Сіздің белән эшләү миңа бик ошый. Һәм меня лязет китеря. То есть мне очень нравится с вами работать. Это приносит мне такое некое наслаждение. Вы очень активные. И это здорово. Там все на лету схватываете. На самом деле это очень приятно и очень здорово. Мне очень, очень нравится с такой публикой работать. Здорово. Надеюсь, вам было все понятно. Сізге барысы да аңлашылды деп үмітленіп қалам. Сұрауларыңыз болса, миңа мөрәҗәгать итегез. Безнең волонтерларга яза аласыз. Сұрауларыңыз болса, алар инде миңа чыгарлар да и сезгә информацияны җиткерерләр дип ышанам. Так. Угу. Куда выкладывать домашнее задание? Угу. Группу я написала выше. Куда вы написали? Так, Вадим, отдельно потом напишите, что-то я не могу понять, что вы имеете в виду. Так, барыгызга да зур рәхмәт. Киләсе дәрестә барыгызны көтеп калам. Рәхмәт сезгә бу дәрес өчен. Сез бик актив һәм бик яхшы укучылар. Мин сезне яратам. Сау булыгыз.